Здравствуйте, дорогие мои подписчики, и также подписчики и зрители канала Украинская спилка блогеров. 2 года назад я записал это видео, которое вы сейчас увидите. Это была 75-я годовщина, скорбная дата со дня депортации войнахского народа, чеченцев и ингушей, в 1944 году. И до сих пор в Российской Федерации намереваются всеми силами не вспоминать о ней. Маскируют ее под праздник. Они считают, что это праздник День защитника Отечества сейчас. А до этого это был День Советской Армии. Чеченцы и ингуши никогда не забудут и этот день. Это день их скорби. И я считаю, что все люди должны помнить такие дни и постоянно напоминать, бросать в лицо обвинения имперской, варварской, преступной власти. Неважно, кто сидит в Кремле. До тех пор, пока существует эта империя зла, эти преступления будут продолжаться. Поэтому я повторяю это видео. Качество было не самое лучшее тогда, все-таки 2 года назад. Но все, что там показано и сказано, до сих пор актуально. Спасибо за просмотр. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Я рад пообщаться с вами в очередной раз. На этот раз это опять будет монолог. Я буду говорить на тему, события, которые приближаются через 2 дня. Это будет большая дата, которую необходимо помнить. И я хотел бы осветить кое-какие аспекты, связанные с этой датой. Поэтому попрошу вашего внимания. Я начну. Через 2 дня, 23 февраля, будет 75 лет, как Российская империя зла, Сталин с его людьми депортировали чеченцев и ингушей в 1944 году. Депортировали их абсолютно без причины, используя придуманный повод, который даже смешно говорить. И таким образом была очень серьезно изменена жизнь и судьба целого народа, почти половина из которого погибла во время депортации и сразу после. Но интересно то, что это не была единственная депортация. Интересно то, что до этого были проведены депортации следующих народов, о которых мало кто знает, что это было. Но я хочу напомнить, чтобы люди не забывали. К примеру, в 1935 году первыми попали под депортацию финны. Кто знал? Так называемые некоренные народы СССР. Финны были выселены из 100-километровой полосы в Ленинградской области
и 50-километровой полосы в Карелии. Они уехали в Таджикистан и Казахстан. За что? Никто не знал, за что их выселяли. Следующие были поляки и немцы, тоже в феврале 1935 года, уже с территории приграничных Киевской и Винницкой областей. Вглубь Украины были переселены 40 тысяч поляков и немцев. Иностранцев планировалось выселить из 800-километровой пограничной зоны. Дальше были курды. 1937 год. Советское руководство приступило к очистке приграничных территорий на Кавказе. В Казахстан их выселили. Потом были корейцы и китайцы из приграничных районов на Дальнем Востоке. Все местные корейцы и китайцы были выселены. Иранцы в 1938 году близ границ районов Азербайджана в Казахстан депортировали иранцев. Поляки после раздела Польши в 1939-м, после оккупации Польши и вновь присоединенных территорий были выселены на север России. Несколько сотен тысяч поляков. Поляки это помнят. Потом удар наносился по диаспорам, компактно проживающим на территории другой страны. Когда началась война, Вторая мировая война, очень сильно пострадали немцы Поволжья. Почти 500 000 немцев Поволжья были выселены в 1941 году. Они были выселены тут же в Казахстан, в Сибирь. Многие из них погибли. Пострадали также опять финны, греки, румыны, болгары, калмыки и карачаевцы в конце 43-го, начале 44-х годов были репрессированы в наказание. Потом чеченцы и ингуши. 21 февраля 1944 года был издан указ Берии о депортации чеченцев и ингушей. 23 февраля это привели в исполнение. Крымские татары. Тот же год, 1944 год. В мае и июне преимущественно были выселены в Узбекистан. Турки, курды, хемшили осенью 1944 года. После окончания боевых действий Великой Отечественной войны украинцы, сотни тысяч украинцев из Западной Украины, а также литовцев, латышей и эстонцев были выселены. Все, что характеризовало, всегда отличало эти действия по депортации, это внезапность. Люди не могли даже догадываться, что завтра их всех выселят. Молниеносность, депортация целого народа происходила в предельно короткие сроки. Люди просто не успевали организоваться, чтобы дать какое-либо сопротивление. Всеобщность. Представители определенной национальности выискивались, подпадали под наказание. Люди отказывали даже, отзывались даже с фронта. Именно тогда граждане стали скрывать свою национальность. Жестокость. Против тех, кто пытался бежать, применяли оружие. Условия транспортировки были ужасные. Людей везли в товарных вагонах, не кормили, не лечили, обеспечивали
не обеспечивали всем необходимым. На новых местах ничего не было готово. Людей часто высаживали прямо в голой степи. Высокая смертность. По некоторым данным, потери в пути составляли от 30 до 40% от числа переселенцев. Еще 10-20% не удавалось пережить первую зиму на новом месте. Так за что же Сталин? Это Российская империя зла. Депортировали целые народы. Большинство инициаторов был Лаврентий Берия. Но решение принимал именно Сталин. Какие же были причины, чтобы считать достаточным, чтобы лишить Родины целый народ, бросив его и детей со стариками в безлюдной холодной степи? Это мог быть шпионаж, обвинение в шпионаже, коллаборационизм. Целые народы обвинялись в коллаборационизме. Массовое дезертирство из Красной Армии, добровольческий переход на сторону противника. Это все могло быть инкриминировано. Помощь в борьбе с советскими партизанами и армией, диверсии или подготовки диверсии, организация вооруженных отрядов, предателей. Все это могло быть сфабриковано. А даже если и было, но невозможно же обвинять целые народы в преступлении. Может, кого-то от единичных случаев, которые были или нет. Цель того, что Отец всех народов, что он преследовал? Как можно понять, зачем это делалось? Говорят, обезопасить важные для страны районы в преддверии возможной Третьей мировой войны, избежать крупных национальных конфликтов. Вряд ли. Конфликты это только создавало. Я хочу предоставить вашему вниманию фильм, который описывает судьбу простой чеченской женщины. Подобная судьба могла быть у тысяч, а может и миллионов людей, которые были подвержены депортации, жизнь которых была навсегда исковеркана, изувечена. Люди теряли детей, близких себе людей. Люди умирали от голода, от холода. Это очень тяжелый фильм. Если вы почувствуете, что на ваши глаза у вас ком в горле становится, и глаза мокреют, и слезы могут идти из глаз, не считайте это слабость. Это проявление сострадания. Скорее всего, это ваша человечность все еще говорит. Так что я прошу, уделите еще 15 минут и посмотрите этот фильм со мной вместе. Спасибо. Этот небольшой эпизод из рассказа Саида Чахкиева называется «Крошки хлеба». Прошу, посмотрите. Трудные были эти годы, что и говорить. Но разве идут они в сравнение с тем, что ожидало ее народ в страшном феврале 44-го? Как сейчас она помнит недоброе хмурое утро, когда всех мужчин села,
а были в основном подростки, старики да покалеченные фронтовики, солдаты гнали на площадь возле мечети. Маржан тогда случайно оказалась неподалеку. Ее, да еще нескольких женщин, спешивших мимо на работу, заодно с мужчинами завернули на площадь. И теперь уже отсюда никого не выпускали. Вокруг стояла вооруженная охрана. Маржан стала не по себе, когда она заметила 2 нацеленных на толпу пулемета. Маржан в тревоге озиралась вокруг. На лицах мужчин она видела растерянность, смятение. Люди не могли понять, для чего их здесь собрали и что случилось. Кто-то предположил, что прорвались немцы и всех отсюда эвакуируют в горы. Кто-то шепотом сообщил, что нет, наоборот. Слышал про какое-то выселение горцев на пустые земли. Но зачем? Почему? Никто ничего не знал. А люди все прибывали и прибывали на площадь. Судя по тому, как грубо обращались с ними офицеры и солдаты, все чувствовали, что дело не шуточное. Как порыв леденящего ветра по толпе пронесся слух, что всех ингушей и чеченцев силком погрузят в поезда, увезут куда-то далеко и утопят в море. Наконец-то томительное ожидание закончилось. Из круга военных, а их здесь было очень много, вышел сухой, обветренный офицер и громко, чтобы слышали все, начал говорить. Но говорил он на русском языке, и многие его не понимали. Позвали переводчиком председателя сельсовета. Маржан теперь смутно помнила, что там говорилось. Но главное, она поняла хорошо и сразу. С этого дня и часа все до единого ингуши и чеченцы объявляются врагами народа и ссылаются в далекую, пустую степь. Офицер скривил губы, назвал их изменниками и предателями. Среди собравшихся поднялся ропот. Кто-то крикнул: «Это злой навет! Злые козни! Советская власть не допустит, чтобы нас оскорбляли!» И возмущенные люди двинулись на солдат. Тогда офицер выкрикнул что-то резкое и выхватил пистолет. Солдаты вскинули ружья. Оглушительно затарахтел пулемет. Стрелял он, правда, над головами. Пули, осыпая штукатурку, глухо ударили по минарету. Люди сразу остановились, затихли. Офицер дал новую команду. Солдаты кинулись в толпу и стали обыскивать всех подряд. Отобрали 1-2 ножей и несколько кинжалов. А затем под охраной погнали людей по домам. На сборы дали 20 минут. Маржан вбежала в дом, выхватила из постели сонного сынишку, торопливо начала натягивать на него одежду потеплее. Аслан капризничал, вырывался из рук, плакал. Маржан толком не могла объяснить оторопевшей Лизе, что происходит. Но Лиза, умница, не вникая в подробности, тут же собрала, какие нашлись съестные припасы. А было их по мешочку кукурузной муки и фасоли, немного крупы, 2 чурека и соль. Больше взять ничего не смогли. Солдаты, не слушая уговоров, нетерпеливо подгоняли их. Ни дать домашней птице и скотине корм, ни даже запереть дверь не позволили. На улице уже толпились перепуганные соседи с плачущей детворой. Подталкиваемые солдатами, они влезали в кузова грузовиков, кричали, плакали, пытались что-то объяснить. Наполненные машины отъезжали, на их место прибывали новые. И вот так, без еды, без вещей, с малыми детьми на руках, все, и немощные старики, и увеченные фронтовики, и беременные женщины, коммунисты и беспартийные, колхозники и неколхозники, все без разбору, на арбах и грузовиках были свезены на железнодорожную станцию и погружены в эшелоны. Люди сопротивлялись, не хотели лезть в грязные холодные вагоны, предназначенные для перевозки скота, ругались, упирались, их заталкивали силком, рыдания, отчаянные крики, стоны. А потом была дорога. Ох, какая это была дорога. Вагоны насквозь продувались ледяным февральским ветром. Люди сбивались в кучи, грея друг друга. Кутали как могли детей. Ребятишки, не переставая, плакали. Просили есть, пить, а матери, обливаясь слезами, могли только теснее прижимать их к себе. Кое-кто, как Маржан и Лиза, успели перед выселением перехватить с собой только съестное. Но оказались и такие, которых изгнали из родных домов, в чем были, только с детьми на руках. На станциях никого не выпускали, везли как скотину. Сколько же людей умерло тогда в пути?
Каждый раз, когда останавливался поезд, по вагонам ходили солдаты, вытаскивая умерших. Хоронить не разрешали. Поезд уходил, а трупы так и оставались лежать прямо на насыпи. Поэтому люди прятали своих покойников, надеясь довести их с собой, не зная куда, лишь бы похоронить по-человечески в землю. 3 недели длилась страшная дорога, а выгрузили их у небольшого казахского аула, и стало еще страшнее. Неоглядная пустая степь, вьюга, мороз, жить негде, селись куда хочешь. Кто в заброшенной конюшне прятался от ветров и стужи, кто в саманных сараях, а чаще в землянках, вырытых собственными руками. Казахи приняли спецпереселенцев настороженно, в дома не пускали, на работу не брали, оскорбляли и унижали. Потом уже стало известно, что их тоже собирали в группы по аулам и объявляли: «К вам везут бандитов и головорезов, предателей и изменников, короче, врагов народа. У них есть оружие, пистолеты, обрезы, кинжалы. Будьте осторожны, не помогайте им ни в чем». Ясно, что после таких наставлений многим не хотелось не только помогать, но даже и разговаривать с переселенцами. Позже и казахи, и русские поняли, что перед ними никакие не бандиты, а самые обычные люди. Труженики, только больные, оголодавшие и обездоленные. Стали жалеть их и помогать понемногу. Но это было потом, а поначалу приходилось туго. Маржан очень повезло. Ее сразу взяла к себе в дом молодая одинокая казашка. Добрая была, жалостливая. Ее муж воевал на фронте. Сама же Кулаш работала в ближайшем колхозе. В доме было 2 комнатушки с низкими потолками и глиняными полами. В одну из них Кулаш пустила Маржан с детьми. От холода они были спасены, но голод подступал неумолимо. Некоторым переселенцам, кому солдаты, пожалев их, все-таки разрешили взять с собой ценные вещи, удавалось что-то продать и что-то купить, но у Маржан не было ни денег, ни вещей на продажу. А то, что успела Лиза перехватить при выселении, съели еще по дороге. Лиза, простывшая в ледяном вагоне, лежала с высокой температурой. 3-летний Аслан от слабости еле ходил. Маржан в сумерках долбила промерзшую землю на колхозном поле, искала оставшиеся невыкопанными с осени картофелины. Когда ничего не удавалось найти, она, смущаясь тоскливо, просила поддержки у хозяйки. Кулаш и сама жила впроголодь, но всегда делилась, чем могла. Весной она обещала помочь устроиться Маржан на работу в колхоз. И все бы ничего. Любая беда не так страшна, когда рядом есть добрый, отзывчивый человек. Но вскоре Кулаш принесли похоронку. Бедняжка убивалась несколько дней. Царапала лицо, рвала на голове волосы. Из соседнего аула за ней приехали родители и забрали к себе. Маржан осталась одна и поняла, что это конец. Лиза уже не вставала с постели. Казалось, нежно-розовая кожа ее просвечивает, и синеватые жилки на висках и на шее бьются так лихорадочно, словно молят о пощаде. Аслан тоже забирался под одеяло и целыми днями лежал, свернувшись калачиком. «Нани!» — иногда тихонько плакал сын, и Маржан казалось, что похож он на рыбку, выброшенную на берег. «Нани! Я есть хочу! Нани! Дай мне хоть немножечко чего-нибудь!» Губы Маржан каменно смыкались, чтобы отчаянный крик не вырвался наружу. А Лиза тогда отворачивалась к стене и смотрела на заветное колечко Алихана. «Нани!» Решившись, еле слышно позвала она. «Нани! Что, моя девочка? Вот, возьми». Лиза протянула золотое кольцо. «Продай его и накорми Аслана». Кольцо выпало из задрожавшей руки Маржан и, подпрыгивая по полу, покатилось к двери. Маржан метнулась, поймала его и крепко зажала в ладони. «Девочка моя, прости меня». Горячая слеза упала на истаявшую прозрачную руку Лизы. Рано утром, пока было совсем темно, Маржан отправилась в город на базар. Идти предстояло далеко, не меньше 15 километров, но ни дальняя дорога, ни темнота не заставляли сердце тревожно биться. Она боялась встретить коменданта. Нельзя было без особого разрешения коменданта покидать аул, в котором проживала. Наказание суровое. Ей могли дать 10, 15, а то и 20 лет тюрьмы. Но другого выхода у Маржан не было. Она бродила по базару, стараясь ничем не привлекать к себе внимания. Надеялась выгодно обменять золотое. Выхода у Маржан не было. Она бродила по базару, стараясь ничем не привлекать к себе внимания. Надеялась выгодно обменять золотое кольцо, но хлеб стоил слишком дорого. Наконец, после долгой торговли, она отдала Лизе на колечко всего за полпуда пшеницы
вперемешку с ячменем. Вышла за город. От драгоценной ноши было тепло и радостно. Шла и думала, как доберется домой, и тут же примется молоть зерно на ручной мельнице кулаш, как замесит тесто и испечет хлеб, как маленькими кусочками будет отламывать от горячего чурека и класть в рот по очереди Лизе и Аслану. Еще она думала, как станет беречь каждое зернышко, как понемногу будет расходовать муку, чтобы протянуть до весны, до тепла, до первой зелени. Тогда спасение, тогда не страшно. Уж она-то знает все съедобные травы и корешки, и в колхозе начнутся полевые работы, понадобятся рабочие руки. Скрип полозьев за спиной прервал ее мысли и заставил поспешно отступить на обочину. В санях сидел крепкий мужчина средних лет с широким красным лицом и маленькими глазками. Одет он был тепло, в новую овчинную шубу и такую же шапку-ушанку, надвинутую на самые брови. Сердце Маржан испуганно ёкнуло. Этот широколицый подходил к ней на базаре, присматривался к кольцу. Крутился он возле, и когда Маржан обменивала колечко на зерно. «Пррррр!» — приостановил мужчина коня. «Эй, баба, иди, садись в сани, подвезу». «Нет-нет, спасибо, я пешком», — торопливо возразила Маржан. «Все равно мне вон у тех полей налево сворачивать». «Ну давай хоть до тех полей довезу», — предложил широколицый. «Устала ведь? Садись, говорят». Как отказываться, когда настойчиво предлагают помочь? Выходит, человек не с добром, а она к нему с подозрением? Нет, так не годится. Маржан сняла мешок с плеча, полобега молила Маржан. «Отпусти, дура, хуже будет!» Рукоятью плетки он принялся бить Маржан по голове и по рукам. Под яростными ударами Маржан упала. Теперь сани волоком тащугу посыпалось зерно. Увидев это, Маржан закричала еще сильнее. Тогда грабитель, бросив плетку на дно саней, пошарил у себя под шубой и вытащил большой широкий нож. «О Аллах, помоги и спаси!» Сердце Маржан сжалось в предсмертной тоске в ожидании последнего удара. Но почему-то грабитель вдруг ногой спихнул мешок с саней и, понукая и нахлёстывая коня, понесся во весь опор. Только когда рядом заскрипели тормоза и из кабины грузовика вышли двое, Маржан поняла, что ее спасло. Она лежала на дороге, мертвой хваткой вцепившись в мешок, и не могла ни встать, ни даже шевельнуться. «Кто это был?» – участливо спросил один из спасителей, помогая подняться. «Не знаю. Может, догнать его?» «Не знаю». Маржан подтянула к себе полупустой мешок. «Спасибо. Если бы не вы, он убил бы меня. Садитесь в кабину. Куда вас отвезти?» «Нет, нет, нет, нет», – затрясла головой Маржан. «Зерно вот просыпалось, мне надо собрать». Она принялась выбирать из снега зернышки пшеницы и ячменя. И снег вспыхивал и олел под ее негнущимися, окровавленными пальцами. Машина уехала. Плача, Маржан до самой темноты ползала на коленях по снежной дороге. До своего аула она добралась поздней ночью. В окнах соседей кое-где горел свет, но в ее доме было темно. «Вы спите?» – громко спросила Маржан от порога. «Я не сплю», – всхлипывая, откликнулся Аслан. «Лиза со мной не разговаривает, отвернулась к стене и сердится». Маржан зажгла лампу и наклонилась к дочери. Лиза была мертва. Невозможно смотреть без тяжелых чувств. Но с одной стороны, конечно, это показывает всю преступность, всю низость и подлость этой империи зла, которая таким образом убивала людей. А с другой стороны, показывает, что люди все-таки приходят друг другу на помощь в тяжелые времена. Для чего я показываю и напоминаю это все, чтобы мы не забыли преступления
преступления, которые делают правители. Чтобы мы не забыли преступления, которые делала Российская империя зла. И знали, чего еще можно ожидать от них. На этом я прощаюсь с вами. В комментариях к этому фильму я сделаю ссылки на документы, которые я использовал. И кое-какие другие документы, связанные с этой темой. Спасибо за внимание.